Мастер-класс от Алины Алексеевой. Алина расскажет о себе, она является практиком, да, директором творческой платформы «Пространство». Все мы знаем, что это сообщество фотографов, дизайнеров, людей, которые делают рекламу и так далее. Но об этом она сама в своей речи расскажет. И вам повезло в том плане, что вы в режиме онлайн можете прямо здесь, включив микрофон, задавать все интересующие вопросы. А те, кто пропустил эфир, будут смотреть наши записи через Инстаграм, да, и либо через Zoom. Алина, приветствую, передаю слово тебе. Давай. Всем добрый день. Давайте проверим, как вам меня слышно. Хороший звук? Да, мы тебя слышим. Хорошо, все. Еще раз добрый день. У нас сегодня такой прямой эфир с точкой кипения и со всеми ребятами, которым интересно, что такое упаковка в понимании дизайна. Я Алина Алексеева, практикующий маркетолог, представляю студию «Пространство». На нашей творческой платформе мы собрали классных спецов, каждый из которых компетентен в своей сфере. И чаще всего мы сталкиваемся сегодня с запросом на упаковку, на фирменную упаковку для предпринимателей. Именно этому будет посвящен сегодня наш с вами диалог. Мне бы очень хотелось, чтобы наш эфир строился именно в формате диалога, потому что я о своей теме могу говорить много, долго и с любовью, но самое главное, самая высокая ценность, которую я бы хотела из этого мастер-класса получить, чтобы вы, дорогие предприниматели, для себя поняли, что такое брендбук, как его правильно нужно понимать, как его правильно заказывать и какое техническое задание должны вы составить для подрядчика своего. Почему это так важно, я надеюсь, вы поймете сегодня в течение этого часа ближайшего, да, который мы вместе проведем. И давайте начнем. Я попрошу Викторию на правах администратора расшарить экран, чтобы вы не только слушали, да, но и видели, что же такое брендбук. Любой абсолютно давайте запустим сейчас на экран. Вообще брендбук физически... Любой. Абсолютно. Там мы будем их по очереди смотреть, чтобы у нас было какое-то визуальное сопровождение, да? Ага. Смотрите, брендбук собой представляет некий набор визуализации бренда, который позволяет вам общаться с вашим потребителем, с вашим покупателем через картинку. Почему так важно правильно составить брендбук? Давай на первый слайд вернемся. Да, вот. Перед нами сейчас брендбук архитектуры Якутии. Когда мы смотрим на эту картинку, мы сразу понимаем, что речь не пойдет о еде. Когда мы с вами смотрим на эту картинку, мы сразу с вами ставим себе ассоциации: это что-то строгое, это что-то состоящее из каких-то элементов. Мы видим монохром, да, то есть это черный, белый цвета, без каких-то там ярких точек и так далее, да. То есть когда первая визуальная реакция на наш бренд для нашего потребителя – это условно визитная карточка. По первой визуальной реакции покупатель понимает, с чем он имеет дело. То есть если я говорю вам как маркетолог, то я говорю, что у каждого товара есть свой покупатель, у каждой услуги есть свой потребитель. Перед тем, как заказывать брендбук, вы должны четко понимать, кто вы такие и с кем вы хотите работать. Это, пожалуй, самое важное. То есть, когда мы упаковываем детские игрушки, мы не выбираем монохром, такой, как мы сейчас видим на экране, потому что детские игрушки должны вызывать у покупателя ассоциации с детством, с радостью, с какой-то красочностью, с каким-то привлекающим внимание цветами, материалами. Когда мы говорим о еде, мы хотим видеть какую-то вкусную картинку, побуждающий аппетит. Может быть, какой-то отсыл к эко,
может быть какой-то отсыл к продукту, с которым мы работаем, например, ягоды, или, например, сахар, или, например, кофейное зерно. А когда мы говорим об архитектуре, мы понимаем, что это какие-то формы. И вот эта картинка, она отражает суть компании, для которой мы делаем этот брендбук. Из чего же состоит брендбук? Посмотрим следующий слайд. У брендбука есть 4 основных составляющих, без которых ни один брендбук не имеет права называться брендбуком. Ну, понятно, брендбук — это книга про бренд, да? Какие же это 4 составляющих? Первая составляющая — это логотип. Это самый, наверное, важный элемент, который проходит у нас через все страницы брендбука и который является основным символом, передающим для покупателя суть вашего предприятия. Второй необходимый элемент в брендбуке — это правильно подобранные шрифты. Казалось бы, если я сейчас вам скажу, например, название компании Nike, вы все визуализируете их логотип, в котором фирменным шрифтом прописано слово Nike. Если я скажу вам сейчас Макдональдс, вы вспомните фирменную букву М, которая также выполнена в определенном шрифте. То есть для чего это делается? Для чего необходимо всегда придерживаться одного шрифта? Потому что у человека ассоциация со шрифтом это такой же визуальный контакт, как ассоциация с запахом. Эта аналогия уже давно доказана, и поэтому использование одного и того же шрифта компании является обязательной. Третье, что необходимо обязательно в брендбуке, чтобы содержалось, это система фирменных цветов. О чем вот тоже много можно говорить, да? Считается, что у каждого направления бизнеса есть набор цветов, которые человек ассоциирует с тем или иным продуктом. Условно-коричневый — это тепло, уют, это дерево, это экологичность, это какая-то камерность, это кофе, это шоколад, это коричневый цвет. Например, красный цвет, он ассоциируется с каким-то лидерством, с побуждением к чему-то. Красный цвет довольно агрессивный, и к нему есть отличная добавка в виде желтого, да, инверсивного желтого, который дает нам в купе огромное количество известных нам товарных знаков, да, красный плюс желтый. Есть, например, розовый цвет, который ассоциируется с некой легкомысленностью, с неким посылом в какую-то фантазию, в что-то несложное, да, то есть, тут можно про каждый цвет много и долго говорить, но смысл вы поняли, что на самом деле выбранные цвета для вашей компании, они должны также отражать суть того, что вы хотите передать, вашему будущему покупателю, вашему настоящему, какую философию. Далее мы посмотрим еще там брендбук потом по товарам из прямо конкретно эко-бренд, это Green Lab, это ребята, которые делают устройства для домашнего огорода, назовем это так, да. Их цвет, естественно, зеленый, да, потому что они про зелень, они про натуральность, они про рост, это все зеленый цвет. Зеленый цвет в Сбербанке — это цвет денег, цвет роста. Поэтому система фирменных цветов, правильно подобранных, да, под отражающий ваш бренд, это тоже очень важно, и это третий важный элемент в брендбуке. И четвертый важный элемент в брендбуке — это система фирменных паттернов. Дизайнеры говорят паттерн, по факту это узор. Узоры — важный элемент. Почему? Потому что сегодня вам может казаться, что для вашей компании достаточно только логотипа. Но как только вы столкнетесь с упаковкой, как только вы столкнетесь с одеждой для персонала, как только вы столкнетесь с разработкой этикетки или визиток, или, может быть, даже коммерческих предложений, да, какой-то офисной документации, вы увидите всю силу паттерна. То есть паттерн — это не обязательно узор, там, как мы себе это представляем, узор тум там или что-то, да, какие-то якутские, может быть, орнаменты и так далее. Узор — это может быть тоже отсылка к вашему товару.
Например, мы работали с компанией Металлком и Интехстрой. Это две компании, которые имеют одного руководителя, они действуют параллельно, и понятно, что они работают с металлом. Так вот, для Металлкома мы придумали паттерн, это графичные рисунки в виде, например, кругов, которые показывают нам металлические трубы, которые изготавливает компания в разрезе. Да? То есть, казалось бы, ну это просто кругляшки, но по факту они несут в себе посыл, да, какой-то. Мы изготовили для них паттерн, который выглядит как металлочерепица, которую они делают. Куда лег этот паттерн? Он лег на их вывеску, он лег на их документацию, и он лег, ну, сейчас одним из таких больших запросов от дизайнеров и предпринимателей является оформление Инстаграма и социальных сетей, да, и также этот узор используется и там. И вот мы можем посмотреть, значит, еще раз, 4 важных элемента. Это логотип, система фирменных цветов, система фирменных шрифтов и паттерн. Все остальное, что дает вам брендбук, это, по сути, микс и производная этих 4 составляющих. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот перед нами сейчас картинка, 2 страницы из брендбука, на которых мы видим логотип. Для архитектуры Якутии мы выбрали такой логотип, где с нижнего правого угла можно прочитать поверху и идти вниз слово архитектура, и внутри прописано по 2 буквы слово Якутия, Якутии, архитектура Якутии. Для архитектуры Якутии, помимо всех основных составляющих, необходимых для брендбука, был также разработан собственный шрифт. И именно этим шрифтом написана вот эта вот архитектура Якутии. Сам шрифт, он нас тоже отсылает к некоторого рода, ну, кубикам, да, это система простых символов, из которых можно сложить что-то новое. Мы видим перед глазами 2 варианта, то есть первый – это как наш логотип будет выглядеть на светлом фоне, не обязательно на белом, да, может быть, на желтом, на зеленом, на коричневом, коричневый это темный, наверное, больше цвет, на голубом, например. И видим сразу вариант того, как наш логотип будет выглядеть на темных тонах. Это называется инверсивный вариант логотипа. Для чего мы это делаем? Даже если мы задаем для компании систему фирменных цветов, не всегда есть возможность диктовать свои условия, например, в коллаборациях. То есть, если архитектура Якутии выступит спонсором какого-то проекта, и у этого проекта будет свой рекламный щит, или свой сайт, или, может быть, своя форма, или своя какая-то раздатка, да, то, как правило, всех спонсоров помещают в один, ну, в один уголочек, да, где там прописаны все логотипы. И когда у вас логотип существует только в одном варианте, да, есть шанс оказаться темный логотип на темном фоне, и он будет просто нечитабельный. Поэтому всегда логотип предусматривает оба варианта. То есть правильная работа дизайнера заключается в том, что логотип должен хорошо выглядеть как в основном цвете, так и в инверсионном. Давайте посмотрим следующий слайд. Так, здесь мы видим вариант горизонтального размещения, то есть под логотипом архитектуры Якутии в первом случае мы видели, что прописанное строчкой название компании, оно было снизу у нас вписано. И это тоже не всегда является актуальным. Иногда от нас требуют какое-то горизонтальное написание, да, то есть если все там логотипы выглядят горизонтально и нам дают горизонтальное место, то мы тоже видим, вот за Викторией мы сейчас видим точка кипения Якутск, горизонтально прописанная, например, вариант, да. Честно говоря, не знаю, как у точки кипения с вертикальным написанием, есть ли у вас такой вариант, но я думаю, что, скорее всего, да. Дальше посмотрим.
вариант написания полного названия нашей компании, да, Управление архитектуры, градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Также, видите, существует правило, какая строчка под какой должна быть написана. Не должно быть, кто влез, кто по дрова, кто как смог перенести строчки, тот так и написал. Основным правилом размещения логотипа служит как раз-таки брендбук. Нельзя логотип растягивать, нельзя переносить слова, нельзя его перемещать и ставить слишком близко с другими логотипами. Посмотрим сейчас дальше, мы там увидим сейчас правила использования логотипа. Для чего это делается? Тут у нас там еще предлагают использование надписи «Архитектура Якутия» без основного логотипа. Логотип дизайнеры для нашего удобства разбили на два варианта. Можно использовать как картинку плюс написание в вертикальном варианте, картинка плюс написание в горизонтальном варианте, картинка плюс полное описание, название в горизонтальном варианте. Вертикально нам полное название прописывать запрещено. Почему? Потому что это будет разрушать структуру логотипа нашего. И также нам дают просто вариант использования фирменного написания. Вот видите, все варианты прописаны, все предусмотрено. И каждый раз, когда вы будете сталкиваться с какой-то проблемой, как разместить условно свой логотип, да, в рамках чужого технического задания, не когда вы сами диктуете условия, а когда вам дают какое-то техническое задание, да, и у вас всегда есть готовый вариант. И самое главное, что он не будет выбиваться из концепции вашей компании. И здесь нам предлагают написание на английском. Это не для всех нужно, но, как правило, мы это тоже делаем. Давайте дальше. И вот у нас примеры неудачного использования лого. В левом углу нам показывают охранные поля. Вот эти вот квадратики пустые, слева-справа, говорят нам о том, что когда мы отправляем свой логотип производителю, например, нашей этикетки, или мы встаем с чужими компаниями на один баннер, или мы отправляем в печать в газету, например, условно, да, там наш логотип. Для дизайнера, который занимается версткой, который ставит наш логотип куда-либо, для него вот эти прозрачные квадратики по углам означают, что вот в этой зоне не должно быть ничего, кроме нашего логотипа. Никакая полоска лишняя, никакая буква лишняя, никакая там кусочек ягоды, картинки и так далее не должен заходить в это охранное поле. Для чего это делается? Опять-таки для правильного восприятия покупателям или пользователям вашей компании. Потому что если у нас рядом с нашим лого время от времени будет мелькать какая-нибудь там ягодка, цветочек и так далее, то наш логотип уже перестанет быть чистым и перестанет восприниматься. Если бы Nike не ставил охранные поля на свою галочку, мы бы не воспринимали Nike как галочку. Мы бы ее воспринимали как, что-то у них там вот около того, условно, да? Поэтому охранное поле для логотипа — это очень важно, и всегда дизайнерами учитывается и прописывается. На правой странице мы видим неправильные, варианты неправильного использования лого, да. Видите, здесь у нас архитектура написания ушло наверх, это запрещено. Растягивать нельзя, да, пропорции, то есть сплющивать или вытягивать тоже запрещено. Использовать другие шрифтовые решения. То есть, когда мы взяли и слово «архитектура» прописали чужим шрифтом, не нашим. Или когда мы внутри логотипа буквы поменяли на те, которые там, вообще не в тему, как говорится. И вот варианты, которые я вам говорила, да, когда наш логотип ложится на какую-то существующую уже картинку, и его просто нельзя прочитать. Это называется слабоконтрастный фон. Это когда мы белым пишем на белом или черным на черном. Но в нашем случае здесь вообще нельзя использовать логотип без подложки, без белой, потому что мы не можем идентифицировать данный фон как белый или черный, как темный или светлый. Поэтому он слабоконтрастный, то есть тут все цвета условно перемешались, да, и какой бы мы вариант инверсивный или оригинальный логотип мы не ставили, он будет нечитабельным. Это тоже запрещено. Давайте дальше посмотрим. Мы сейчас с вами идем по правилам по лого, да? У меня возник вопрос. Хорошо, давайте. Мы часто заказываем логотипы, да, дизайнерам, часто работаем с ними, и вообще
все логотипы, которые по брендбуку, да, это должны быть авторские, то есть это нигде не должно быть. Был такой неприятный случай, да, у нас, когда заказали дизайнеру логотип, и выяснилось, что такой же логотип есть у другой организации. То есть должно быть обязательно авторство или где-то, вот, ну, не знаю, то есть у каждого дизайнера, я человек совсем не из вашей сферы и не совсем не понимаю, да, то есть у каждого там определенный шрифт какой-то, да, определенный какой-то рисунок и так далее, да. Смотрите, я объясню. Вот в случае, когда мы смотрим архитектуру, мы видим абсолютно авторский шрифт. То есть такой вы точно не встретите условно, да? Когда мы говорим о более простых брендбуках, мы сейчас их тоже посмотрим, это подобранный шрифт. То есть это шрифт из общей базы, которая существует во всем мире, и мы не можем гарантировать, что какая-то компания его тоже не использует. Что касается... Другой вопрос, что постоянно используя этот шрифт, вы условно можете сделать его своим, как, например, сделал Google. Да? То есть все знают, как в оригинале пишется Google, каким шрифтом он пишется. И если мы увидим там спустя год, два, три, пять какое-то слово из 5 букв, написанное шрифтом Google, мы, скорее всего, вспомним Google. Как Google этого добился? Он просто стал инфлюенсером этого шрифта, хотя это не они его придумали. Да? То есть он настолько часто его использовал всегда, постоянно, что этот шрифт стал ассоциироваться у нас с ними. Существующий шрифт запатентовать нельзя. Вы можете его использовать, на это никто не дает запрета, и поэтому шрифт не может существовать отдельно, как ваш там, ну, если он общий, да, он не может являться вашей визитной карточкой или вашим идентификатором. Поэтому мы и говорим о брендбуке как о системе. Именно эта система будет работать на вас. Условно, когда мы говорим о фирменных цветах, мы говорим там, что наш фирменный цвет красный, но он не только ваш. Но в связке с вашим шрифтом он дает, и в связке с вашими узорами, он дает вам эксклюзивный как бы комбо, да, который только вы будете использовать. Что касается логотипов. Логотип — это абсолютно 100% авторская работа. Я понимаю, о чем ты говоришь, когда у нас была такая история, на самом деле, с одной компанией, которую все знают в Якутске, не буду их называть, потому что ребята сами пожалели, да, в свое время, что, ну, не проверили, там, не уследили и так далее. Это большая республиканская компания, у которых сейчас логотип, ну, такой же, как и у других ребят из России. Это стрёмно, потому что те ребята совсем не про них, как бы, да, это даже не одна сфера деятельности. Как защититься в этом случае предпринимателю? Во-первых, при составлении договора с дизайнерским агентством, у которых вы просите там разработку логотипа или брендбука, вы берете с дизайнера обязательство о том, что ваш логотип должен являться его интеллектуальной собственностью, который после подписания акта о приеме работ он передает вам. То есть вы становитесь полноправным собственником этого логотипа. Юридически защититься от того, что он откуда-то его не скопировал, ну, можно только путем того, что если вы после исполнения договора, подписания актов найдете компанию, которая, ну, условно использует такой же логотип, да, то вы можете подать в суд на вашего исполнителя, на вашего дизайнера, проверить по какой-то базе данных, например, да, вот дизайнер вам нарисовал, и вы по какой-то базе начинаете искать, очень сложно на самом деле, да, поэтому здесь как раз всегда встает вопрос в цене, то есть когда, я вот вижу сейчас, Юлия, прокомментирую, да, я увидела ваше сообщение, здесь всегда вопрос в цене встает, да, когда к нам приходят и спрашивают, а сколько стоит разработка логотипа, именно логотипа, не брендбука, логотипа, и я говорю там от 30 тысяч, и мне говорят, ой, а нам там согласны были и за 2000 нарисовать, когда вы, ну, почему такая цена? Казалось бы, это тоже рисует человек, он рисует там на компьютере, в одних и тех же программах работает, но когда вы платите большому дизайнеру, да, дорогому, с опытом и ну, с такой ценой, то в первую очередь вы покупаете его компетенции. То есть дизайнер, который берет с вас за ту же работу, он гарантирует вам
авторскую работу, он гарантирует вам то, что через год, через полтора или через 3 дня вы не столкнетесь с этой проблемой, что он откуда-то, ну, условно, там, подсмотрел, там, украл и так далее. Вот это основная ценность. Я видела, тут у нас в чате есть вопрос, сейчас я его посмотрю, отвечу. Можно регистрировать как товарный знак? Да, но это... Да, мы обязательно, мы, конечно, смотрим, ну, то есть, условно, мы создаем какое-то лого и смотрим, а не сделал ли кто-нибудь то же самое, потому что особенно это с графичными логотипами происходит, то есть мы не можем давать гарантию, что какой-то художник не написал такую же картину с таким же деревом, как и мы, да? Это ведь вдохновение, это ведь полное творчество, поэтому мы, конечно, свои лого мы всегда проверяем, то есть что ничего похожего там на сегодняшний день не существует. По поводу регистрировать как товарный знак, это скорее пост-история, то есть вы вот приняли у дизайнера какую-то работу, забрали у него авторские права, теперь этот логотип ваш, и после этого вы обращаетесь я не помню, по-моему, на базе Минпрома это делается, да, и вы, да, выдаете на товарный знак свой логотип, и они проверяют, нет ли, ну, такого же условно, да, и выдают вам, ну, премиальное право на использование этого лого. Но это уже после. То есть, условно, вы должны до этого заручиться каким-то документом гарантии, вы должны заручиться гарантией, что вы подаете на товарный знак лого, которого ни у кого нет. Товарный знак — это вторая история, да, чтобы у вас уже его не украли. Это да, это вы правильно написали. Так, потеряла наш... Ага, вот. Двигаемся дальше или еще какие-то вопросы на этом этапе есть? Ну, у меня нет вопросов. Коллеги, все, кто слушает, да, вы пишите в чат или прям включайтесь в эфир и такие: «Эй, ребята, там, ответьте на вопросы». Так, Татьяна, брендбук является коммерческой тайной. Честно говоря, на сегодняшний день я никогда не сталкивалась с тем, чтобы заказчик просил сделать из брендбука коммерческую тайну, но запросто. То есть все зависит от вас. Если вы в договоре со своим дизайнером или с дизайн-агентством прописываете, что весь документооборот, который вы ведете, и документооборот, какой-то обмен мнениями является коммерческой тайной, то, конечно, да, это не проблема, и я думаю, дизайнерами это будет только приветствоваться. Мы, например, когда просим на своей странице разместить уже готовые работы, да, ну, с партнерами, с которыми мы поработали, да, мы всегда спрашиваем, запустили ли вы, утвердили ли вы, можем ли мы показать людям нашу совместную работу. Но это всегда у нас на уровне вот просто договоренностей устных. Не было такого, чтобы у нас просили вот сохранить в коммерческой тайне что-то. Так, пока нет вопросов, давайте посмотрим дальше. Мы с вами остановились на правилах использования лого. Давайте дальше пойдем. На этом, насколько я помню, у нас блок по логотипу у нас закончился, и мы перешли к следующему важному блоку — система фирменных цветов. Ну, здесь, честно говоря, у архитектуры не очень интересно. Вот видите, да? Вика, верни чуть выше, пожалуйста. Может, другой слайд включить, Елена, потому что тут я вижу по цветовой гамме особо и не развернешься. Ну, ничего страшного, это не принципиально, потому что мы сейчас разбираем, ну, ту базу, которую заказчик должен знать. И сейчас мы смотрим тот минимальный набор содержания брендбука, который обязательно у вас должен быть. Если вы купили брендбук, и у вас нет какой-то из тех страниц или из тех параметров не учтены, то считайте, что дизайнер не доработал. Давай вот посмотрим систему фирменных цветов. Серый и черный у нас там. Чуть ниже надо опустить слайд. Да. Пожалуйста, у кого есть возможность, приблизьте экран на левую страницу. Мы видим здесь всего 2 цвета, казалось бы, да, серый и черный. И видим внутри, ну, какие-то непонятные буквы, скажем так. Для чего это делается? На самом деле не весь черный такой черный, как нам кажется. Существует огромное количество подтонов, огромное количество материалов,
на которых черный цвет смотрится по-разному. Условно, черный может быть матовым, черный может быть глянцевым, черный может быть с шиммером, с блестками, с какими-то включениями, там, крошкой условно, да, какой-то, ну, не знаю, мраморной и так далее. И это будут совершенно там разные черные. То же самое касается серых. Ну, недаром говорят там 50 оттенков серого, да, потому что серый в глазах покупателя и в глазах заказчика это могут быть абсолютно там два, и тем более в глазах исполнителя могут быть абсолютно разными серыми цветами. Для этого дизайнеры используют систему. Меня слышно? Для этого дизайнеры используют систему цвета в нескольких ну, плоскостях, да. То есть у нас есть RGB линейка, это когда черный смешивают. Ну, мы все знаем с вами, что цвета — это там основные 3 цвета, которые между собой перемешали в определенной пропорции, и получился там какой-то цвет, который мы хотим. Так вот, дизайнеры продумывают это, и выбирая ваш фирменный цвет, они пишут те составные части, указывают, в каких пропорциях должен быть смешаны основные цвета. Вот в данном случае сверху мы видим красный, зеленый, синий. Это называется система RGB цветов. Их используют чаще всего, когда делают какую-то картинку виртуальной реальности, когда работают с светом, да? Когда работают с какой-то подсветкой, например, и так далее, да? Вот смешивая 48 частей красного, 46 частей зеленого и 47 частей синего, мы получим тот черный, который соответствует нашему брендбуку. Дальше идет HTML цвет, его код по цвету, идет по СМИКу. СМИК — это чаще всего используют печатники, когда делают визитки, когда делают краску для пола, для некоторых материалов больше подходит система по СМИКу, да, потому что они мешают ну, по этой линейке, скажем. И есть самый главный, самый распространенный во всем мире, самый распространенный среди всех производителей, будь то печатники или люди, которые шьют одежду, или которые производят ткани, или которые не знаю, создают дизайн интерьера, да, это Pantone. Pantone — это мировая система цветов, очень большая отдельная вообще область, которые каждый год дают цвет года, да, то есть это прям такой алтарь цвета, на который там все молятся, все смотрят, все следят за этим, да, за Pantone. И код по Pantone считается эталонным цветом, к которому мы идем. Если для черного цвета тут как бы все понятно, то для серого цвета Pantone является образчиком. То есть смотрите, как мы обычно делаем. Мы заказываем, мы говорим, вот у нас 2 фирменных цвета, и вот архитектура Якутии решила сшить фирменную одежду для выхода на 1 мая, например, да. Они заходят на сайт, где представлены разные бренды, например, и представлена разная одежда. Есть специальные магазины, специальные компании, которые занимаются пошивом именно одежды. Ну, вот фирменные, да, брендированием фирменные там и так далее. И у них всегда висит, например, там серая майка, да, на которой вы можете что хотите нарисовать, там, написать, наклеить. И обязательно есть код по Pantone, какая это серая майка. То есть к какому цвету по Pantone ближе всего этот серый цвет. Вы смотрите, мой код по Pantone, например, там 179-7C. То, что вы найдете футболку именно такого цвета по Pantone, ну, не знаю, 20%, наверное, из 100. Но вы открываете пантонную карту, которая есть на сайте, и смотрите, хорошо, у меня вот мой идеальный цвет — это 179-7C. На сайте представленная майка, она 181-7C. То есть вы смотрите поле свое, да, насколько он будет отличаться. Ну ладно, не критично, он будет чуть светлее. Но если вдруг этот серый стоит в поле где-то там, ну вообще в космосе, да, то есть между вами еще там 15 оттенков серого, то, скорее всего, у вас будет, ну, совсем не ваша форма. Вот для чего даются эти коды.
Вы идете печатать визитки, и часто наши местные предприниматели сталкиваются с тем, что каждый раз, когда у них заканчиваются визитки, они заказывают новые, у них каждый раз разные визитки. Но это неправильно. Для этого и нужен брендбук, для этого и нужна система цветов с вариантами исполнения. Вы просто даете печатникам вот свою раскладку. Они мешают краску, как вам надо, вы получаете всегда одинаковый результат. Так. На правом, это мы по цвету с вами поговорили. Теперь посмотрим по шрифту. Здесь, значит, подобран шрифт, геометрия, медиум, да. Все буквы прописаны на латинице, на русском языке, то есть кириллица, да. Какие цвета, какие буквы мы должны использовать. Здесь есть правила сверху, если можно почитать, да, то есть под каким углом нужно располагать и так далее. В принципе, эта информация не для вас, это информация для ребят, которые будут вам делать вывеску, которые будут вам верстать баннер, или раздатку, или этикетку. Это информация для них. То есть под каким углом, на какой подложке и так далее располагать. Вообще брендбук — это не совсем для вас книга, брендбук — это книга для упрощения вашей работы с подрядчиками по факту. Давайте посмотрим еще. Дальше. У нас там уже, да, переход к исполнению. Вот мы видим паттерн, о котором мы с вами говорили, да? И этот паттерн, посмотрите, он сделан, ну, как бы, что вы видите сейчас на картинке? Красиво, да, я тоже, мне очень нравится, на самом деле, этот брендбук, я считаю его таким, ну, дома и буквы, да. То есть мы даем развитие нашему логотипу дальше, да, в паттерне, и мы показываем, про что архитектура, ну, типа, они кто вообще, ну, что они делают? Мы же понимаем, что они не варенье варят из этого паттерна, да, и мы видим, что это про рост, мы видим про то, что это про правильное размещение, что это какие-то формы, что это какая-то, ну, архитектура, по-другому не скажешь, да. Мы через наши паттерны передаем смысл нашей компании конечному потребителю. Давайте посмотрим, как паттерн можно использовать. Давайте ниже еще посмотрим. Это инверсивный вариант, черный, смотрите, тоже паттерна. И тут дизайнеры положили еще интересную штучку. Они в одной из букв, в одном из домиков зажгли свет, чтобы убрать эффект мертвого города. Ну, то есть это уже такая, ну, дизайнерская додумка, чтобы когда мы использовали темные варианты паттерна, чтобы мы не уходили в мертвый город. Они зажгли в одном окошке свет. Давайте дальше посмотрим, как это теперь применяется на, ну, условно, на практике. Мы вот видим слева вариант визитной карточки. То есть мы видим абсолютно пустую белую картинку, да, в нашем стиле, и на обратной стороне у нас будет вот кусочек такого паттерна. То есть выглядит достаточно стилево, а самое главное, абсолютно в нашем стиле. Видим вариант оформления бланка. Тут мы используем в левом углу наш логотип, согласно правилам, используем наш фирменный шрифт, да, ну и используем вот все, что связано с лого, там охранные поля и так далее. Вариант расположения, чтобы у нас вся документация была одинаковой. Это в деловой переписке всегда дает плюсы для таких компаний, которые всегда отправляют типовые документы, да, но это считается как бы такой хороший тон. Дальше посмотрим. Так, вот в левом углу у нас вариант конверта. Это сейчас все, что мы с вами смотрим, да, ручка, флешка, это вот как раз уже производные тех 4 основных позиций, которые в брендбуке мы с вами рассмотрели. Еще раз напомню: логотип, система шрифтов, система цветов и система паттернов, узоров. Мы на примерах сейчас с вами видим, что не обязательно все использовать в одной куче, да? То есть слева у нас использован фирменный цвет и логотип, справа у нас использован фирменный черный, инверсивный логотип, написание, потому что вот на флешку запихать все, ну, допустим, полный логотип вариант, да, с рисунком плюс написание, это будет, ну, мелко и нечитабельно, и вообще непонятно зачем. Использовать только вариант написания, который мы с вами предусмотрели, выглядит прекрасно и не нарушает нашего позиционирования. Еще ниже посмотрим варианты. Блокнот, пакет,
прямо листай, Вика, мы уже тут ни о чем не говорим, мы тут просто уже проверяем, как на практике это может между собой сочетаться и выглядеть. Стоимость брендбука начинается от 150 тысяч рублей. У нас в Якутске это стоит очень дешево. В центральных городах люди платят миллионы за создание, да, таких эксклюзивных работ. И почему я говорю от? Потому что конечная стоимость определяется тем, какое количество физических носителей вы хотите прорисовать. Вот здесь, например, мы увидели уже там конверт, документация, визитка, ручка, флешка, блокнот, пакет. Давай ниже еще посмотрим. Толстовка, рюкзак. Еще пошли ниже. Это тоже запрос от заказчика. То есть архитектура Якутии в дальнейшем планирует выпускать вот такие карточки про республику, да, в которой мы тоже показываем, как эта карточка должна выглядеть так, чтобы соответствовать нашему фирменному стилю, чтобы наш логотип органично выглядел, чтобы карточки не были там неожиданно розовыми, зелеными и так далее, да? Давайте дальше посмотрим. Вот вариант, смотрите, использования паттернов оформления деловой документации. Ну, то есть, что отличает наше письмо, например, или нашу грамоту от тысяч других? Мы используем и наш паттерн. Это сразу понятно, кто писал, там это благодарственное письмо и так далее. Я захожу в чат, вы пока дальше смотрите. То есть, изначально выбранный цвет мы уже не можем поменять на другой. Да, да. Поэтому главное, что я хочу до вас сегодня донести, это, ну, кроме тех правил, которые это шоколадочки, да, там у нас какая-то упаковка, кроме основных правил создания логотипа, есть большая ответственность. Я вначале об этом говорила, что перед тем, как обратиться к дизайнеру, мы должны четко понимать, а что мы хотим с помощью этого дизайнера сообщить. Да, можно сделать ребрендинг, конечно, но смысл создания вообще брендбука на самом деле в том, чтобы дать, ну, привычку, дать понимание, что за этим брендом скрывается, дать какое-то приятное или неприятное, да, ассоциацию. И если вы каждый раз будете менять, ну, а в конечном итоге что мы хотим заполучить? Мы хотим заполучить внимание и там преданность пользователя-покупателя, да? То есть все, что связано с Мегафоном, как бы мы не подвергаем сомнению. Если они запустят какие-нибудь там круглые сим-карты, мы не будем думать, что это не будет работать, потому что бренд Мегафон ассоциируется у нас с вами с сотовой связью. Да? А если, например, сейчас Мегафон запустит какую-нибудь, ну, суббренд, не знаю, будет называться там, даже если это будет называться Мегафон, но это будет по-другому написано, там в каком-то другом цвете, то мы подумаем, что, скорее всего, что это подделка. И такой новый продукт мы у них покупать уже, ну, засомневаемся. Пойдем купим там по привычке с зеленой, там с фиолетовым, с белыми точками. Поэтому ребрендинг — это дело такое, когда у вас есть... То есть, когда запускается ребрендинг, как правило, сохраняется какая-то основная красная нить, которая связывает нас. Вот Сбербанк сейчас сделал ребрендинг, да, нельзя сказать, что это принципиально новый логотип. И они не поменяли нейминг, например, да, нейминг — это тоже основная часть, от которой пляшет, как правило, брендбук на самом деле, но это в брендбук не входит, наименование. Смотрим мерчи. Так, я захожу в чат, там что-то еще, какие-то комментарии у нас появились. Брендбук можно запатентовать. Что сделать? Задепонировать в Росавтообществе, там выдают красивую бумагу, на которой авторы права. Это как дополнительный документ договора о создании передачи, но главнее договор. Да, все правильно вы пишете, верно. Ну, это такие юридические моменты, которые, наверное, ну, не сказываются на вашей работе с дизайнером. Это скорее ваше, ну, какое-то такое предохранение, что ли, скажем. А почему я говорю о правильной работе с дизайнером? Потому что единственный случай, когда, ну, мы же давно уже работаем, да, на рынке, и случались такие, в самом начале работы мы работали с одним клиентом на более долгое, более продолжительное количество времени, чем, например, сейчас. Почему? Потому что раньше мы сразу принимались за воплощение, визуализацию хотелок клиента.
То есть, ну, допустим, рассмотрим какой-то там... Вика, ты можешь другие уже брендбуки запускать, просто чтобы был какой-то визуальный ряд, я буду рассказывать. У нас время еще 10 минут, плюс-минус. Да, буквально, ага, 10 минут остается. Ну, Да. 10. Поэтому я расскажу сейчас. Мы разобрали с вами, что минимум должно содержаться в брендбуке. Мы рассмотрели с вами основные, ну, как бы, составляющие брендбука, да, а сейчас я вам немножко буквально от себя расскажу, как сократить головную боль при создании этого брендбука, при формировании технического задания. Почему мы стали тратить меньше времени? Потому что раньше приходил, например, ну, производитель, ну, пусть рандомно там обуви, да, и говорил, я делаю там детскую обувь, и мне нравится, у меня там фамильный цвет коричневый, а мне нравится кругляшки, и я хочу логотип какой-нибудь, чтобы там башмак был, ну, допустим, да, и мы такие, окей, начинаем рисовать этот коричневый башмак на фоне каких-нибудь кругляшков, подбираем какие-нибудь там шрифты к этому всему. Приходит заказчик и говорит, ой, ну это как-то, блин, печально выглядит, да? Мы начинаем переделывать. Через 3 дня клиент приходит и говорит, я посоветовался со своей там мамой, бабушкой, мужем, партнером по бизнесу, башмак не в тему, потому что мы решили, что наш бизнес теперь не только про башмаки, а через год мы запустим еще сумки. И типа этот логотип не будет через год соответствовать нашему там товару, нашему продукту. Мы начинаем перерисовывать теперь там про сумки с башмаками историю, и это могло происходить бесконечно. А сейчас, после, ну, и в итоге мы все равно приходили к чему-то, да, не проблема, но время у клиента и наше время было уже невозвратно, и уже там не скажешь, что мы с вами так долго работали, заплатите-ка нам больше, да, но это непрофессионально. Поэтому со временем, с опытом мы поняли, что основная проблема при формировании технического задания заключается в том, что клиент не всегда понимает, для чего он делает брендбук, для кого он делает логотип. Раньше предприниматели считали, что логотипы они делают для себя. Но я вот себя так вижу, и я хочу, вот, мне там цветочки близки, я буду с цветочками. На самом деле нет. Логотип, брендбук и название – это в первую очередь для вашего потребителя. Нельзя назваться шарики и цветочки и при этом продавать мебель. Можно, но продажи у вас будут не ахти какие. Нельзя нарисовать в логотипе Lamborghini и обслуживать только УАЗы. Нельзя дать рекламу на радио автозапчасти для всего, а при этом специализироваться на Toyota. Почему я это говорю? Потому что когда вы, как предприниматель, знаете, для кого вы делаете логотип, вы будете использовать логотип как инструмент продажи. Не просто как красивую картинку, как возможность поставить иконку в Инстаграме, а как инструмент продажи. Брендбук – это самая основная задача брендбука – это быть хорошим, полезным инструментом продажи. Поэтому, когда нам говорят дорого, мы говорим, вы подумайте, сколько это денег вам может принести. И поэтому я, условно, против ребрендинга, да. Как мы сейчас работаем с нашими предпринимателями? Мы разработали анкету, которая содержит определенное количество вопросов, и мы просим предпринимателя заполнить эту анкету перед тем, как нам лично встретиться. Какие там примерно вопросы содержатся? На самом деле ничего сложного. Опишите свой продукт, опишите, кому вы продаете, какая возрастная группа его потребляет, где вы будете его продавать, в магазине, в Инстаграме, в интернете, может быть, на каких-то маркетплейсах, да, или вы его там лично будете стоять, там, продавать, да, допустим. Как вы видите свой бренд через 2-3 года, то есть есть ли у вас желание расти или, может быть, амбиции расти, да, видите ли вы, какие логотипы вам нравятся. Кому-то нравится Canada Goose, да, это сложный логотип, такой почти он гербовый, да, можно сказать. Кому-то нравится Nike, кому-то нравится графика. Какие вы хотели бы цвета видеть в своей фирме? Как вы думаете, какие цвета вам нравятся? Человек, заполняя эту анкету, сам немножко упаковывает свои мысли.
И уже мы исключаем эту историю «хочу, чего не знаю», там, чего, да, ну, того, чего не знаю и так далее. Человек упаковывает свои мысли, он отправляет нам эту анкету, мы с ней работаем и даем рекомендации, то есть уже предметно. Мы говорим: ребята, нельзя говорить, что вы продаете 60+, но при этом называться на английском языке. Нельзя говорить, что вы продаете молодежи, например, или вы продаете какой-то молодежный товар, и при этом делать какой-то гербовый лого, потому что сейчас в тренде графика и лаконичность, и простота. Миллионалы любят все очень простое. Они любят эко, они любят просто, они любят быстро, без заморочек. И если вдруг у вас там какое-то лого сложно сочиненное, но это не про них, вы в них не попадете этим логотипом. Поэтому и это вы тоже покупаете, когда работаете с профессионалами задорого. Но это недорого, на самом деле. Я говорю дорого, потому что смотрю на внутренний рынок, да. Вы покупаете профессионализм, профессиональный подход к работе, вам не придется потом 100-500 раз это переделывать или там мучить своего дизайнера и в итоге там самим мучиться и получить в итоге совсем не то, что вы там хотели. Вот. Давайте я буду отвечать на вопросы. У нас осталось буквально 5 минуточек. Я очень хочу услышать от вас обратную связь. Это целая наука, да, я согласна с вами. Спросите, что хотите, или, может быть, там у вас будут какие-то пожелания, или, может быть, у вас какие-то комментарии, чего вам не хватило. Готова слушать, готова поделиться еще чем-нибудь, может. Ну, какая-то тишина в эфире. Чат у нас тоже молчит. Смотрите. Я здесь, просто у нас эфирное время заканчивается. Ой. У нас недорого, потому что много хороших художников и дизайнеров. На самом деле, наверное, ну да, это так. Тут просто, видите, у нас только появилось вот это понимание силы бренда. С каждым годом на своей практике, да, я вам скажу, что запрос на брендбуки, на логотип растет. Люди перестали брать рандомную картинку из интернета и превращать это в свой логотип. И, честно вам скажу, у меня вот сегодня с утра было 3 встречи по брендбуку. 3. Типа в 9 утра, в 10 утра и в 12 часов дня. Это за один день. При всем при том, что я вообще маркетолог. Просто меня просят проконсультировать, и вот мы хотим брендбук, а как нам сделать, а на что обратить внимание, а вот наш магазин, он вот такой, а какой нам там шрифт подойдет и так далее, да. То есть люди теперь предприниматели, они стали понимать, что это важно, что это нужно, и это стало пользоваться популярностью. А художников у нас, правда, много. Другой вопрос, что не всем хватает компетенции, потому что нарисовать что-то, картинку, да, как мы сегодня увидели из самой книги, это полдела. Нужно соблюсти вот эти все правила, то есть создать его инверсию, посмотреть, как это будет на ткани выглядеть, на бумаге, на там картоне условно, на пластике. Это тоже, практика, и не у всех есть, у художников, не у всех есть возможности и экспертность для того, чтобы это делать. Но люди растут, это круто, мы сами растим дизайнеров для того, чтобы все получили, как говорится, себе по дизайнеру. За пределами республики говорят, что у нас лучшие дизайнеры. Но это приятно слышать. И я с нашими дизайнерами очень горжусь и рада, что у меня есть возможность с ними работать. Да. Знаете почему? Потому что наши дизайнеры, как правило, работают не из-за денег. То есть у них есть какая-то высшая миссия сделать красиво. Вот. Вика, я так понимаю, что у нас время подходит совсем к концу. Покажи, пожалуйста, у нас сейчас на линии будет как раз на этой в зуме, поэтому буквально еще 1 минуту. Хорошо? Да, покажи брендбук Green Lab, чтобы посмотреть графичный вариант логотипа, который идет у нас на внешний рынок. Тут тоже, кстати, еще, видите, понимание рынка, почему я вам говорю, когда... это самый верхний, да, вот этот. Сейчас. Это ребята, которые делают не для внутреннего рынка. Ниже пойдем, это у них уже система паттернов идет. Вот они.
классные такие ребята, работают вместе с Месси, разработали духовой шкаф, в котором можно круглогодично выращивать зелень. Ну, для севера прям вообще идеалити. Ну и с учетом постоянно портящейся экологической ситуации, ну, можно сделать вывод, что этот продукт скоро будет очень востребован. Посмотри ниже сразу. Мы же уже все это посмотрели, что там должно быть. Просто картинки посмотрим. Было очень интересно, потому что я чисто юрист, да, как бы занимаюсь именно вот этой интеллектуальной собственностью, а вот посмотреть, как художник именно от чего что берет, очень было интересно. Спасибо. Спасибо вам за обратную связь. Да, очень интересно. И главное, Алина, она практик, она уже знает, о чем рассказывает, о теме, да, своей. Мы от тебя, от имени организаторов, благодарим Алину за то, что вот согласилась стать сегодня нашим спикером. Думаю, те, кто сегодня пропустил эфир, многое потеряли, но ничего, и записи обязательно мы передадим для того, чтобы они ознакомились. И для нас, людей, которые как-то не особо разбираются в этой теме, был ликбез. То есть будем знать, к кому обращаться, куда идти, как все это делать и так далее. У нас уже будет общее понимание. Спасибо тебе, Алина. Всех участников мы благодарим за то, что вы сегодня были с нами в прямом эфире. Надеюсь, каждый из вас взял что-то новое для себя. До встречи в прямом эфире. Напоминаем о том, что все анонсы в точке кипения мероприятий, да, потому что у нас каждодневно практически бывают различные мероприятия, очень полезные, да. Приглашаем всех. Вы можете через Инстаграм ознакомиться с нашим анонсом и быть в курсе, да, быть все время в теме и двигаться вместе с нами. Спасибо всем, до скорых встреч!